Глава Ингушетии Махмут Али Калиматов поздравил руководство, коллектив, выпускников и студентов ИНГУ с 30-летием вуза. Как отметил глава, вуз прошел большой и непростой путь становления. По историческим меркам 30 лет – небольшой срок. Но если измерять событиями, которыми были наполнены эти 30 лет, то его путь к нынешним своим достижениям был долгим и длинным. Сегодня в ИНГУ 8 корпусов, 31 лаборатория, 27 лекционных залов и 17 компьютерных классов. В университете преподаются более 40 специальностей и направлений подготовки, охватывающих естественные, компьютерные и социально-гуманитарные науки. Общее количество студентов ИНГУ превышает 10 тысяч человек. Минимуществом республики проводится работа по реформированию подведомственных унитарных предприятий. Согласно графику, предусмотрено реформирование 20 ГУПов и 13 МУПов. ГУП «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» власти региона планируют сохранить как организацию, осуществляющую деятельность в сфере естественных монополий. Как отметил глава Ингушетии Махмут Али Калиматов, устаревшая и неэффективная структура ГУПов и МУПов тормозит темпы развития региона. Подобные мероприятия – необходимая мера для создания эффективной и ответственной системы управления. Более 60 тысяч деревьев высадили в лесном фонде Ингушетии участники акции «Сад памяти». Саженцы молодых деревьев высадили на территории Назрановского и Галашкинского участковых лесничеств. Общая площадь посадок составила 26 гектаров. В этом году количество саженцев, запланированных к посадке, увеличилось почти в 6 раз в сравнении с прошлым годом. Следующая акция пройдет 27 апреля в Малгобеке. Там планируется высадить еще порядка 500 саженцев клена и ясеня. Владимир Путин подписал ряд ранее принятых федеральных законов. Законом о едином реестре адвокатов предусматривается создание единого госреестра, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения обо всех адвокатах России. За Минюстом закрепляются полномочия по ведению, определению порядка ведения и состава сведений данного реестра. Оператором системы станет Федеральная палата адвокатов. Также приняты поправки в Жилищный кодекс. Ими расширяется перечень лиц, которые не могут уступать право на возврат задолженности. В него включены наймодатели жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда. Если эти лица попытаются продать коммунальные долги коллекторам, сделки будут признаваться ничтожными. Завершено строительство новой амбулатории в сельском поселении Сурхахи, рассчитанной на 100 посещений в смену. В амбулатории будет работать стационар дневного пребывания на 8 коек. Об этом сообщил глава региона Махмут Али Калиматов в своем телеграм-канале. Теперь у жителей поселка есть возможность пройти обследование и получить необходимые консультации уже на первичном этапе, не выезжая из села. Строительство амбулатории стало возможным благодаря реализации национального проекта здравоохранения. Его цель – модернизация здравоохранения в населенных пунктах. Сегодня символическая дата для мировой литературы – Всемирный день книги и авторского права. На Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже в 1995 году, решили отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. В этот день также была учреждена премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. Решение было принято с целью просвещения, развития и осознания культурных традиций. В Госдуме рассматривают законопроект об упрощении отзыва персональных данных. Предлагается разрешить отзывать их в той же форме, в которой они были получены. Сейчас организации и ведомства могут обрабатывать персональные данные только с согласия гражданина в письменной или электронной форме. Однако способы отозвать такое согласие законодательно не предусмотрены. Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых. Сейчас она не может превышать 292%. Такой законопроект внесли в Госдуму. Его авторы отмечают рекордный рост доходов микрофинансовых организаций в 2023 году и одновременно увеличение в стране заемщиков с 3 и более судами. Их уже более 11 миллионов человек. Мера позволит снизить кредитную задолженность граждан, считают в Нижней палате парламента. Но представители бизнеса полагают, что инициатива подтолкнет микрофинансовые организации к уходу на черный рынок.